отырған құрметті, қымбатты достар, бүгінгі мерекеге қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости праздника. Біз сіздермен еліміздің басты мерекесі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында біздің залда қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сегодня каждый гражданин нашей страны гордится независимостью нашей Родины. Независимость – это самое святое приобретение казахского народа. Әр халықтың өмірінде ерекше маңызды күндер бар. Барлық қазақстандықтар үшін осындай күн 1991 жылғы 16 желтоқсанда болды. Бұл отанымыздың тәуелсіздік күні. Слово для поздравления предоставляется заместителю акима города Рудного Искакову Азамату Куандыковичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! От имени акима города Рудного я поздравляю педагогов нашего города с предстоящим праздником, Днем 30-летия независимости нашей Родины, Республики Казахстан. Желаю вам всем профессионального роста, достижения всех своих планов и личных амбиций, чтобы все ваши цели, которые вы поставили в этом году, поставите на следующий год и следующие, последующие годы, были достигнуты. Здоровья вам, счастья и всего самого наилучшего. Уважаемый Азамат Куандыкович, подождите. Дорогие друзья, по традиции в канун замечательных знаменательных дат и событий страны проводится награждение за высокие достижения в трудовой и общественной деятельности. Азамат Куандыкович, просим вас открыть церемонию награждения. Благодарственными письмами акима города Рудного награждаются Шамуратова Гульсум Алшимбаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы номер 1. Свободно ориентируется во всех аспектах методики преподавания казахского языка и литературы в средней школе. Ее уроки отличаются глубокой продуманностью, всегда интересны, строятся на педагогике, сотрудничество имеет воспитывающий характер. Гульсум Алшимбаевна – учитель-исследователь,
принимающий активное участие в работе методического объединения учителей казахского языка, в качестве консультанта участвовала в педагогическом исследовании «Лессон статьи» по изучению проблемы мышления как центральное звено процесса учения. Организует психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников в рамках программы «ДАР». Творческий поиск учителя, умение работать на результат отражены в победах ее учеников. Черевко Надежда Анатольевна, заместитель директора по хозяйственной работе общеобразовательной школы номер 17. Под ее руководством в школе создаются комфортные условия для функционирования учебного заведения, отвечающие современным требованиям по санитарным нормам противопожарной безопасности. На должном уровне созданы условия по антитеррористической безопасности и доступности школьной среды. Много усилий Надежда Анатольевна приложила по созданию мер санитарной безопасности в период пандемии. Она умело руководит различными видами работ по благоустройству, озеленению и уборке территории школы. Здание школы, школьный двор всегда имеют ухоженный вид, комфортный для организации учебно-воспитательного процесса. Сайфутдинова Гүлзира Абдрахмановна, нөмір 19 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Еңбек жолында талай жетістіктерге жетіп мектепшілік, аудандық, облыстық, республикалық сайыстарға қатысып мектептің абыройын көтеріп жүрген ізденімпаз ұстаз. Ұлы өнер тапқыштықта алғашқы қадам атты республикалық инновациялық идеялардың сайысының жеңімпазы дайындағаны үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының басшысының алғыс хатымен марапатталды. Экологиялық бағыттағы облыстық онлайн вебинарда тәжірибе таратып, өз білгенмен облыстық ұстаздарына тәжірибе бөлісті. Балтабеков Еркен Амангельдинович, учитель физической культуры общеобразовательной школы номер 14 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, педагог, владеющий методикой преподавания и анализа учебно-методической работы по своему предмету, проводит уроки с максимальной двигательной и моторной плотностью, за что содействует укреплению здоровья, хорошей физической подготовки школьников, строится на основе принципов демократизации и педагогики сотрудничества. Калыкова Валентина Николаевна, главный бухгалтер общеобразовательной школы номер 18, осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за исполнением материальных, трудовых и финансовых ресурсов школы. Во время капитального ремонта проявила себя как квалифицированный специалист в решении финансовых вопросов. Валентина Николаевна постоянно совершенствует свои профессиональные навыки на обучающих семинарах, курсах, следит за изменениями в законодательстве Республики Казахстан и корректно применяет пункты в рабочем процессе. В своей деятельности усваивает все передовые знания в области бухгалтерского учета и успешно практикует их. Большое спасибо, Азамат Куандыкович.
Тәуелсіздік Қазақстанның тарихи жетістіктерінің жарқын көрінісі болып табылады. Сондықтан біздің халқымыз осы айтулы күнді әсерлі табыстар үшін заңды мақтаныш сезіммен атап өтеді. Дорогие друзья, с праздником независимости нашей Родины вас поздравляет руководитель городского отдела образования Шайлибаев Тимурхан Бекбергенович. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және қонақтар. Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Сіздерді еліміздің басты және маңызды мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Біздің еліміздің халқы өз отанының жетістіктері үшін мақтаныш сезіммен осы атаулы күнді атап өтеді. 30 жыл бұрын Қазақстан халқы тәуелсіздікке ие болып, дамудың жаңа жолына түсті. 1991 жылдың 16 желтоқсанында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Егеменді Қазақстан 30 жылдың ішінде әлемнің ең дамыған 50 елінің қатарына кірді. Стратегия 2030-ды мерзімінен бұрын іске асырды. Стратегия 2050 100 нақты қадам ұлттық жоспарын жүзеге асыруды бастады да бұл жаңа тарихи жағдайлар дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру жөніндегі сенімді қадамдар. Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен қазіргі Қасым-Жомарт Тоқаев бірлікке және бейбітшілікті сақтауға баса назар аударып, 130-дан астам этнос өкілдері арасында достықты, тыныштықты, келісімді нығайту, қомақты үлес қосуда. Осының арқасында Қазақстан көптеген елдер үшін келісім мен бейбітшіліктің үлгісіне айналды. Уважаемые коллеги, все позитивные изменения, происходящие в стране, это часть истории суверенного Казахстана. И наша с вами общая задача – сохранить и приумножить достижения этих лет, обеспечить стабильное развитие страны, достойное будущее нашим детям. Модернизация образования Казахстана – одно из приоритетных направлений стратегического курса в развитии государства. Тезис президента о том, что молодые казахстанцы должны стать профессионалами, востребованными в любом уголке земного шара и способными обеспечить Казахстану в 21 веке развитие успеха и благополучия, стал ключевым ориентиром для педагогической общественности не только в республике, но и в городе. Наша ценность – это люди, которые своим трудом, бережным отношением к истории и традициям прославляют родную землю, продолжают строить суверенное и процветающее государство. За прошедшие годы казахстанцы сумели выстроить стабильный фундамент, на котором сегодня ведется активная работа по укреплению экономики и социальной сферы республики в целом, но и в Рудном частности. В достигнутых результатах есть и наша с вами огромная заслуга. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сделано немало за 30 лет независимости. Увеличилось 14 единиц количества дошкольных организаций образования. Сегодня их уже 16. Развивается сектор частного дошкольного образования за счет государственной поддержки через размещение государственного образовательного заказа. 767 мест детских садов, открытых частных детских садов. В рамках этой инициативы в городе построены 2 средних школы, 1 основная школа в поселке Перцевка. 4 школы перешли на государственный язык. За годы независимости 5 школ обрели статус смешанных. 6 школ за высокие показатели получили статус инновационных, 3 гимназии, 2 школы и гимназии, 1 школа лицея. Произведен капитальный ремонт 14 школ. И отрадно, что в преддверии Дня независимости закончился капитальный ремонт общеобразовательной школы номер 18. Благодаря вниманию и поддержке государства наши школы становятся современными, безопасными, уютными. Сегодня мы становимся свидетелями воплощения в жизнь ряда стратегических направлений развития образования. С 2016 года началось внедрение обновленного содержания образования. И на сегодня завершен полный переход на новую программу обучения. В 2020 году школы города перешли на новый формат финансирования.
внедрен принцип подушевого финансирования, который позволит установить равномерное финансирование обеспечения на одного ученика, укрепить материально-техническую базу учреждения образования. У педагогов появилась дополнительная мотивация, повышение достижений учащихся, благодаря тому, что предусмотрен фонд стимулирования. Для решения этих целей бюджет городских школ вырос в среднем на 20%, что позволило решить вопросы, связанные с обеспечением современных и безопасных условий обучения, наличие безбарьерного доступа, камер внутреннего и внешнего наблюдения, автоматической пожарной сигнализации, турникетов. Эффективным механизмом достижения современного качества образования является информатизация, обеспечение школ кабинетом новой модификации, учебниками, учебными пособиями. 100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками. В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» городским отделом образования была разработана дорожная карта по цифровизации системы образования города Рудного, в соответствии с которой все школы города компьютеризированы и имеют доступ к широкополосному интернету. 100% школ, освещены сетью Wi-Fi, перешли на ведение электронного журнала «Пунделик», имеют доступ к информационным образовательным ресурсам Bloomland. На базе 9 школ открыты IT-кабинеты, оборудованы 3 STEM-лаборатории. Успехи очевидны. Но мы понимаем, что мир движется вперед. Перед нами стоит важная задача совершенствовать систему образования. И на основе достигнутого, с учетом последних мировых тенденций, с достижением цели образования роль педагога определена как ведущая, и государство создает все условия для повышения престижа и социального статуса педагогов, для обеспечения достойного уровня жизни и профессиональной деятельности, повышения квалификации. В целом в системе образования города Рудного работает 1747 педагогов. Качественный состав составляет 52%. Категория нового формата имеет более 70% педагогических работников. Закон о статусе педагога стал одним из механизмов повышения престижа профессии педагога и привлечения лучших выпускников школ в педагогические вузы. В этом году, в учебном году, в учреждениях образования города принято 60 молодых специалистов. Поддержка молодых специалистов, учителей через внедрение института наставничества, утвержденного приказом Министерства образования и науки в 2020 году, способствует их безболезненной адаптации в профессиональном коллективе и конкретной практической помощи. В республике утверждены концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования. 100% школ города создали условия для инклюзивного подхода в обучении. С целью создания равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями в 2020 году при содействии фонда первый президент Республики Казахстан Кампорлов открыт кабинет поддержки инклюзии на базе школы 17. В 2021 году кабинет посетила Дарига Назарбаева и отметила высокий уровень организации работы в данном направлении. Обучение и воспитание – это две взаимодополняющих подсистемы образования, направленные на успешную интеграцию личности и общества. В апреле 2019 года приказом министра образования и науки Республики Казахстан были приняты концептуальные основы воспитания и условиях реализации программы «Рухани Жамру», в котором стали ориентиром деятельности в вопросах воспитания детей и молодежи. Реализация данного стратегического документа запланирована до 2024 года. За годы независимости достигнуты определенные результаты построения модели современного казахстанского образования. Каждый из нас вносит свой вклад в развитие системы образования города Рудного, способствует качественному изменению образования в соответствии с требованиями времени, принимает реальные, правильные решения и работает над собой. В преддверии праздника хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов. Пусть вашим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег. С праздником, уважаемые коллеги! Любви, добра, благополучия вам! Мереке қарсаңында сіздерге зор денсаулық, амандық, сақтамас қуат, барлық кәсіби жоспарларыңызды іске асыруын тілеймін.
мереке құтты болсын, құрметті әріптестер. Сіздерге сүйіспеншілік, жақсылық, амандық тілеймін. Тимурхан Генович, просим вас вручить почетные грамоты. Грамотами отдела образования города Рудного награждаются Ишакаева Агила Сансызбаевна, бухгалтер Терцевской основной школы. За время работы зарекомендовала себя как честный, дисциплинированный работник, способный принять на себя ответственность за решение любых вопросов, находящихся в ее компетенции. Аккуратно и ответственно относится к выполнению своих обязанностей, своевременно выполняет возложенные на нее обязанности, умеет сконцентрироваться на работе даже в сжатые сроки. Дройтер Ольга Петровна, медицинская сестра ясли сада номер 10, обладает большим опытом работы, имеет хорошие практические знания по своей специальности, что позволяет ей успешно справляться с работой, уделяет внимание повышению уровня знаний по своей специальности. При выполнении заданий проявляет четкость, исполнительность, инициативу. Очень чуткий человек, который пользуется уважением среди сотрудников детского сада. Давайте поприветствуем, поаплодируем. Дарья Васильевна, повар, ясли сада номер 8, умеет качественно и быстро приготовить большой ассортимент вкусных блюд из самых обыкновенных продуктов. За свою трудовую деятельность неоднократно получала благодарности администрации, гостей детского сада, педагогов и детей за вкусно приготовленные и эстетично сервированные обеды. Ирина Васильевна энергичный, коммуникабельный, добрый, внимательный человек. Всегда приветлива в общении, пользуется бесспорным уважением в коллективе, способна работать в любой обстановке. Ну и, конечно же, вкусно кормить учащихся и сотрудников школы. Сивырина Рима Александровна, помощник воспитателя ясли сада номер 14. Благодаря ее усилиям помещение ее группы всегда чисто, уютно, что является залогом хорошего самочувствия детей. Всегда с большой ответственностью относится к своим должностным обязанностям. Она активно участвует во всех мероприятиях группы, знает все особенности своих воспитанников и умеет каждому из них найти индивидуальный подход. Итоги городского конкурса «Лучшие показатели рейтинговой оценки деятельности организации образования в 2021 году». Инновациялық мектептер арасында бірінші орынды Бейімбет Майлин атындағы нөмір 7 мектеп гимназиясы алды. Мектеп директоры Бірманова Қымбат Исламбекқызы. Мектепке 500 мың теңге сомасында сертификат беріледі. Шапалақтарыңыз болсын, қошеметтеріңіз болсын. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Лучшая школа города. Жалпы білім беретін мектептер арасында бірінші орын Смағұлова Гүлжазира Вениатқызының басшылығымен нөмір 19 жалпы білім беретін мектепке беріледі. Мектепке 500 мың теңге сомасында сертификат беріледі. Қошеметтеріңіз. Приветствуем бурными аплодисментами. По итогам рейтинга среди дошкольных организаций победителем стал детский сад номер 12. Руководит этим творческим коллективом Ишбулатова Людмила Васильевна. Им также вручается сертификат на сумму 500 тысяч тенге. Приветствуем! Наиважнейший участок дошкольное воспитание. По итогам областного инновационного проекта «Жас Патриот», организованного в честь десятилетия единой детско-юношеской организации «Жас Улан»,
и 30-летие независимости Республики Казахстан единая детско-юношеская организация города Рудного стала победителем. Грамотой награждается региональный секретарь единая детско-юношеская организация по городу Рудному Ситникова Елизавета Михайловна. Приветствую.